Более 300 участников, волонтеров, консультантов, фотографов, организаторов и дизайнеров, 12 публичных обсуждений произведений, поиск 31 локации, более 200 костюмов и реквизитов, 97 часов съемок. Проект «Мама в книге» объединил любителей чтения, заставил по-новому взглянуть на классические произведения. Проект стартовал в марте 2020 года. С сентября 2020 началась фотосъемка. Роли персонажей из произведений исполняли как профессиональные артисты, так и жители города, дети и взрослые, не имеющие подобного опыта. Самому маленькому участнику проекта было всего 6 месяцев, а самому старшему – 65 лет. Съемки проходили в театрах, библиотеках, фотостудиях, музеях. Часть съемок проходила на открытом воздухе. На этапе якутской литературы одним из самых масштабных стали съемки по произведению «Тыгын Дархан». Многоплановый исторический роман народного писателя, первое в якутской литературе произведение, обращенное ко времени и деяниям Тыгына, личности, с чьим именем связан один из поворотных пунктов в истории народа Саха. Его образ воссоздан на фоне широкой панорамы жизни народов Саха до прихода русских. Нирбачан, волею судьбы ставшей мачехой Тыгыну, совершает побег из Туймады с сыновьями и челядью в сторону глухого Вилюя. Именно момент расставания, когда Нирбачан покидает родную Туймаду, был выбран для фотосессии. Нирбачан защищает сыновей от дыхания войны. Писатель олицетворяет в ней, в матери, мир и противопоставляет ее образу войны. Нирбачан предстоит стать матерью большой семьи, основательницей нескольких улусов Якутии. Это были самые сложные в организационной части съемки. Проходили в местности Усхатын с привлечением лошадей якутской породы. Несколько кадров были соединены в один, чтобы получить итоговую фотографию. Подбор костюмов был довольно трудным процессом для всех нас, потому что костюмы этой эпохи 17-18 века, они очень сложные в своем изготовлении, в технологии своего шитья, потому что это были натуральные материалы, кожа, рабдуга, мех. И мех такой довольно-таки редкий еще местами, да, и поэтому найти такое, конечно, очень сложно. Было несколько вариантов, вот часть костюмов одолжили нам любезно в Саха-театре, а часть костюмов мы одолжили у мастериц. Вот костюм, который на мне, это реконструкция по археологическим раскопкам, которые проводились в течение 20 века, да, и это из погребений 17-18 века, то есть исторически они приблизительно, не один в один, но приблизительно они были именно такими. В всяком случае, тот, который на мне. Костюм шили мастерицы Хангалского улуса, и, конечно, это очень большой труд и большая благодарность, то, что мастерицы одолжили эти костюмы, потому что я понимаю, что второй раз шить точно такой же костюм, это будет, конечно, проблематично, это очень трудоемко. Повествование о периоде Великой Отечественной войны, тяготах матерей, которые отправили своих сыновей на поле боя, ярко описаны в повести «Лёнэмэхсин Нуравджима Чарангар». Повесть раскрывает образ матери, проводившей на Великую Отечественную войну 7 сыновей. Из них вернулись только 2. Отец Ниргуна, от имени которого ведется повествование, и его младший брат Егор. Сильная женщина, мать, бабушка, которая, затаив в глубине души незаживающую рану от потери сыновей, живет воспоминаниями и ожиданием светлого будущего своих детей и внуков, которые должны возродить жизнь в родном оазе Нуравджима. По задумке на водной глади отражается прежняя жизнь матери. Она провожает сыновей на войну. На верхней части фотографии бабушка Елена стоит с внуком в ожидании будущего. Водную гладь в данном снимке заменила зеркало. Ну, отлично, мне кажется, это прикольно получилось. Люди успели познакомиться, встретиться, привести своих детей, окунуть их в этот удивительный мир творчества, когда все переодеваются, строятся декорации, приходят взрослые люди, что-то происходит, такое таинство. Мы все по нему скучаем, потому что хочется в детство, хочется пережить несколько жизней за одну жизнь. И этот проект, он дал такую возможность.
чудесный проект. Съемки этапа русской литературы начались в ноябре. До конца года предстояло оживить 10 образов из русской литературы и показать разнообразие характеров, судеб и жизненных ориентиров. По наблюдениям литературоведов, образ матери является одним из самых чистых и искренних женских образов в русской литературе. Мать – начало для каждого человека, и художники ярко выразили это чувство в своих текстах, каждый по-своему, но с объединяющей все произведения мыслью важнее и нужнее для каждого из нас не найти человека на земле. А слезу можете спустить? Могу. Проект «Мама в книге», который изначально был призван актуализировать роль матери в книге, по моему мнению, вышел вообще за пределы именно своей изначальной цели. Он в ходе своей, так скажем, реализации работы вышел далеко за рамки и стал таким масштабным, значимым, партнерским, таким, даже сказать, немножко глобальным проектом. Да? И несмотря на всю ситуацию с пандемией, он легко смог адаптироваться, он оказался таким гибким и таким инновационным. И мне кажется, он достиг вот этой своей основной цели и легко прямо и так очень гармонично смог привлечь внимание к литературе, как нашей якутской, к российской, так и зарубежной. Поиск локаций для съемок занимал львиную долю времени. Описанные в произведениях места нужно было отразить максимально реалистично. Особую сложность вызывали поиски интерьера начала XIX века. Отрывок из произведения «Война и мир» был отснят в одном из мебельных салонов города. В этом отрывке оживляется графиня Ростова, идеальный образ матери и жены, традиционная матрона российского дворянства, уважаемая в светском обществе. Многодетная мать, чей облик внушал окружающим уважение. Переживая все выпавшие на ее долю злоключения, она продолжала проявлять заботу о детях. В отрывке «Ночной разговор» она общается с дочерью. Эти ночные посещения Наташи, совершавшиеся до возвращения графа из клуба, были одни из любимейших наслаждений матери и дочери. Для многих участников съемки в проекте стали первым подобным опытом. Фотографы, команда проекта старалась создать все условия, чтобы участники могли раскрыть и передать характер, переживания героев. Одним из самых трагичных образов стали образы матери по произведениям Горького «Мать» и «Реквием» Ахматовой. Ниловна – олицетворение любви как понимание предназначения и важности пути своего ребенка. Мать Павла Власова продолжает революционное дело своего сына. Пелагея Ниловна всю жизнь будто и не жила, однако жизнь обретает смысл, она распространяет листовки для рабочих. Любовь к сыну становится шире и превращается в любовь ко всем людям. Этот образ символизирует мать-родину. Съемки проходили на сцене Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина. На фотографии мать Павла держит кусочек ткани красного знамени, с которым вышел на демонстрацию ее сын. Солдаты арестовали Павла и уводят его из дома. Это женщина как бы такая хрупкая внутри, и внутри такая одновременно сильная мать. Как бы роль матери во всех произведениях, она разная бывает. Мне предложили эту роль, я с радостью согласилась. Вспомнила это произведение спустя 30 лет. И было очень интересно участвовать в этом проекте. Пожалуй, самыми сложными были съемки по произведению «Матерь человеческая» Закруткина. Фотографии были сделаны на улице, когда температура воздуха была уже ниже отметки 20 градусов. Главной героине предстояло изобразить Марию, женщину, которая преодолевает жизненные тяготы и спасает замерзающих детей. Одежду детей 40-х годов прошлого века волонтеры проекта искали самостоятельно. Сложность съемок состояла еще и в том, что в кадре одновременно находились 7 детей разного возраста, и за короткое время нужно было скомпоновать кадр. Так как театры в это время были закрыты, подходящую одежду для съемок волонтеры подбирали самостоятельно.
«Мама в книге» завершилась этапом зарубежной литературы. В экстремальных условиях прошли съемки по произведению «Все о муми-троллях» Тувы Янсен. Муми-мама – спокойная и собранная мать, которая никогда не позволит мелочам действовать ей на нервы. Она гарантирует, что Муми-дом всегда является безопасным и любящим местом как для ее семьи, так и для посетителей. На фотографии Муми-тролль бежит к маме после очередного приключения. Съемки проводились в фотостудии. Муми-дом был изготовлен коллегой-библиотекарем. Головы для персонажей подготовила гример и стилист проекта Наталья Томская. Также были предприняты попытки сфотографировать этот отрывок зимой в лесу при температуре ниже 30 градусов. На самом деле проект «Мама в книге» тема очень глубокая, так как все складывается характер человека, ну, вообще вот доброта матери, да, любовь матери, это все остается в памяти или подсознании ребенка, да, потом это действует во взрослой жизни, и ты не понимаешь, откуда это все, да, но на самом деле ты так действуешь, да, это несешь добро, любовь, да, и поэтому тема очень важная, потому что благодаря матери это ребенок вырастает гармоничным человеком. Поиск подходящей локации для съемок «Золушки» длился продолжительное время. Необходима была широкая лестница, которая напоминала бы входную группу во дворец. Золушка – любимая сказка детей и взрослых. Мамой для Золушки становится мачеха и в некотором смысле фея крестная. Два противоположных образа женщин – крестные мамы феи и мачехи показаны по краям кадра, а Золушка в центре. Фея крестная в этом снимке как символ света и добра помогает Золушке собраться на бал и обрести свое счастье. Этап зарубежной литературы стал самым масштабным по костюмам и реквизитам. Для съемок по произведению «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина специально была изготовлена корона короля 7 королевств. Долго шли поиски костюмов. На фотографии Кейтлин Старк и Серсея Ланнистер будто играют в шахматную партию. На доске их дети. Необходимо было объединить в одном кадре 10 персонажей, разместить 8 детей на одной небольшой шахматной доске. Проведена очень большая работа по реализации фотопроекта. Привлечено большое количество людей, и очень надеемся, что эти фотографии смогут привлечь внимание общественности к прочтению художественной литературы и также к проблемам материнства, которые раскрываются на этих фотографиях. Мы надеемся, что наш проект даст начало чему-то новому. Каждый, кто посмотрит эту выставку, ребенок или взрослый, сможет переосмыслить то или иное произведение. И хочется сказать, что литература — это неиссякаемый источник вдохновения. И каждый раз, прочитывая произведение, мы можем найти какие-то новые детали, какие-то подробности, которые раскрывают образ и задумку автора. Читательский проект привлек внимание детей и молодежи к чтению художественной литературы, заставил по-новому взглянуть на авторскую задумку произведения. По итогам проекта отснято 30 фотопортретов образов матерей, которые раскрывают многогранность матери и показывают ее настоящую Как панда. Хоба.